Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я буду вашей дежурной по городу. Как вы знаете, в связи с пандемией очень многие мероприятия были отменены, но постепенно жизнь возвращается в прежнее русло. Именно поэтому Центр креативного развития Таджикистана решил организовать эту маленькую ярмарку мастеров. Давайте сходим туда и узнаем, что здесь продается и настолько ли она популярна, как и раньше. Ярмарка под названием «Открытые двери» собрала всего 8 мастеров из Душанбе, Худжанта и Пиджикента. Для ремесленников это хороший шанс не только продать продукцию, но и обменяться опытом о том, как продолжать заниматься любимым мастерством в период пандемии. Интерес к сувенирам ручной работы резко упал, поэтому каждый мастер охотно откликнулся на приглашение. Интерес к керамике очень большой, но так как сейчас из-за пандемии у нас нет выставок, значит, ремесленники сейчас не выставляются. Потом приток туристов нету. Во время карантина мы шили эти вещи, потому что верили, что это закончится и болезнь уйдет. И вот мы привезли нашу продукцию в Душанбе. Тут прихватки, грелки на чайник, сумки. Из-за разнообразного ассортимента сюда и приходят гости, но из-за пандемии их совсем мало. Иностранцы покупают сувениры домой и как подарок для близких и друзей на родине. Душанбинцы тоже не остаются в стороне. Ярмарка напоминает музей под открытым небом. Мы сегодня пришли на выставку, которая знакомит маленьких детей, наших внуков, с достоянием, культурным достоянием нашей республики. Здесь собраны материалы, здесь собраны сувениры со всего Таджикистана. И детям очень интересно, потому что, в общем-то, больше идти некуда. А для детей это настолько познавательно, настолько прекрасно. Я просто благодарна организаторам этой выставки. Спасибо. Мне очень нравится этот центр, потому что здесь можно увидеть изделия ручной работы со всего Таджикистана, которые сделаны женщинами и мужчинами из районов. Скоро я возвращаюсь домой, в Австрию, и поэтому я специально пришла сюда, чтобы купить сувениры. Мастер-класс по гончарному мастерству также собрал много желающих. Дети и взрослые с увлечением наблюдали, как кусок обычной глины превращается в посуду. А самые любознательные могли самостоятельно сделать горшок на гончарном круге и забрать его с собой. Несмотря на то, что эта выставка гораздо меньше той, к которой привыкли душанбинцы и гости столицы, среди гостей здесь можно увидеть иностранцев и местных жителей, которые не только смотрят, но и покупают местные товары. Однако, посещая такие мероприятия, помните о том, что ваша безопасность в ваших руках.